И любая лампочка, в принципе, фонарик от айфона вам подойдет. Сегодня будет немножечко более усовершенствованный прибор. Но, в общем-то, любой фонарик подойдет вам, чтобы сделать домашний цветовой театр. И у меня вот начало такое, ну, наверное, все мне Добрый какой-то. Ну, такой вот вроде бы добрый, там был. Да, вот именно. Найдешь, чтобы не было видно, что у нас оставалась фигурка. И просто клеим ее, как наклеивать пистолет. Самый обычный клеевой пистолет. Сначала делаем небольшую примерку. Делаем, проводим вот такую вот линию. И аккуратно кладем палочку. Все. И у нас прекрасная девушка готова. Актеров больше, чем зрителей. Так, ну что, готовы? Артисты готовы. У нас аншлаг. Так. Господа актеры, у нас аншлаг. Хорошо, а микрофон мне не давать? Нет, хорошо. Так. Ну что ж, итак, артисты готовы, я надеюсь. Дорогие зрители, сегодня у нас премьера мировая. Значит, итак, у нас мировая премьера. Это история о настоящей дружбе между людьми и животными. Называется она «Красная шапочка». Можно погасить свет в зале. И мы начинаем. Сейчас свет в зале до конца. Сцена первая. Сцена первая. Деревня. В одной прекрасной деревне стоял прекрасный, замечательный, красивый, самый лучший дом. В этом прекрасном доме жила мама, такая же прекрасная, как этот дом. И была у этой мамы дочь, Красная Шапочка. Красная Шапочка любила гулять по деревне в своей красной шапочке. И все звали ее Красная Шапочка, потому что, как ее звали на самом деле, уже никто и не помнил. И вот однажды мама, такая же прекрасная, как ее прекрасный дом, позвала Красную Шапочку. Красная Шапочка, иди домой. А Красная Шапочка подошла, зашла в дом. Что, мамочка, что тебе нужно? Твоя бабушка заболела, отнеси ей пирожки. Хорошо, сказала мама. Хорошо, сказала дочка, и побежала с пирожками к бабушке. Сцена вторая. Красная Шапочка отправилась к бабушке. Сцена вторая. Темный, темный лес. В этом темном, темном лесу жило много-много разных лесных жителей. Лиса, например, жила в этом лесу. Лиса гуляла по лесу, смотрела то влево, то вправо. В этом же лесу жил знаменитый на весь лес еж. Еж появлялся неожиданно за спиной лисы. Они были приблизительно одного роста. Это был уникальный лес, в котором лиса и еж были одного роста. Также в этом лесу жило много-много разных зверей, которых мы вам сегодня не покажем. Они спят.
Красная шапочка гуляла тоже по этому лесу. Она шла к своей любимой бабушке. И вдруг навстречу, кто бы вы думали, нет, не еж, а волк. Выскочил волк и говорит: «Красная шапочка, здравствуй, дорогая, мы давно с тобой не виделись». А красная шапочка ей и отвечает: «Давай, красная шапочка, отвечай. Говори что-нибудь». «Да, — говорит красная шапочка, волк, — давно мы с тобой не виделись, много дел, в лес некогда сходить, понимаешь ли». На что волк ей отвечает: «Ну да, да, понимаю. А что у тебя в корзинке, красная шапочка? Скажи мне, и где твоя корзинка? Покажи мне свою корзинку. Она так прекрасна. Вот она. Что там в корзинке?» А красная шапочка отвечает: «Пирожки, волк, несу для бабушки, для своей». А волк говорит: «Не ходи ты к своей бабушке, я только что от нее. У нее все в порядке, и пирожки ей не нужны. Пойдем лучше с тобой погуляем. Смотри, погода какая хорошая». «Пойдем, — говорит красная шапочка». И пошли они гулять по чудесному лесу, в котором еж и лиса одного роста. Сцена 3. Красная шапочка и волк встречают Колобка. Красная шапочка и волк идут по лесу. Так что здесь делает лиса? Красная шапочка. Что здесь делает еж? Еж не заявлен в этой сцене. По лесу гуляет только красная шапочка и волк. Красная шапочка с волком идут по лесу и встречают Колобка. Знаменитого Колобка. И они решают его съесть и говорят ему: «Колобок, Колобок, мы тебя съедим». На что Колобок отвечает: Нет, он не уходит, он отвечает: «Я от бабушки ушел, Так, и от кого еще ушел? от дедушки. От дедушки, он говорит, тоже ушел. Вообще-то он не уходит целиком, он остается здесь. И от вас, красная шапочка с волком, я тоже уйду. Но красная шапочка с волком говорит: Колобок, ты не уходи от нас, давай лучше мы пойдем все вместе к бабушке, и нам будет хорошо. Прыгай в корзинку, пойдем все втроем к бабушке. Колобок прыгнул в корзинку, и они все втроем отправились к бабушке. Сцена следующая. Колобок в корзинке. В это время Колобок сидел в корзинке, и поскольку настроение у него было не очень хорошее, и всю жизнь ему угрожали тем, что его съедят, он решил всем этим людям отомстить и съесть все пирожки. И пока красная шапочка несла корзинку, Колобок по одному съел все пирожки в корзинке и немножко пополнел. Или даже не немножко. Но красная шапочка с волком этого не заметили и шли дальше. Сцена следующая. Дом бабушки. В прекрасном, красивом доме жила бабушка. Старая, больная женщина. И ждала, пока кто-нибудь принесет пирожки и стакан воды. Ждала долго. И тут в дверь постучали. Все, хватит стучать уже. «Кто там?» — сказала бабушка. «Это мы, красная шапочка и серый волк, принесли тебе поесть». «Красная шапочка, волк, как хорошо, что вы пришли. Дерните там за веревочку, и дверь откроется». Они, соответственно, дернули за веревочку, дверь открылась, и они вошли. Красная шапочка
Говорит: бабушка, дорогая, родная моя бабушка, я принесла тебе пирожки. Открыла корзинку, а оттуда выскочил жирный колобок, который сожрал все пирожки. Все, конечно же, испугались. Он говорит: ну что, бабушка, Красная Шапочка и Волк, я вас тоже съем, как пирожки. Но они втроем набросились на колобка, и, конечно же, животные и люди победили мучное изделие. Изделие мучное. Далее, следующая сцена – пир. Колобковый пир. Звери и люди разделили колобка на 3 части и приготовились отобедать. «Почему я голый?» – закричал Волк. «Я не могу сидеть голый за столом. Мне нужно срочно одеться». Бабушка сказала: «Поди, Волк, открой мой шкаф и выбери себе какую-то одежду». Волк удалился. Его не было минуту, 2, 3, и он вернулся. Какая... Подождите, Волк, вернись обратно в красивом платье. Ну что, хорошо? Смотрите, какая у меня рука. Видите? Слева, справа. Вам нравится мой наряд? Красная Шапочка перепугалась. Она не поняла, где ее настоящая бабушка, слева или справа. Кто? Кто же моя бабушка? Кто? Я не понимаю. Единственный способ выяснить, кто есть кто – дуэль. И тот, кто победит, и будет моей бабушкой. Красная Шапочка удалилась, и началась драка между Волком и бабушкой. Так. Теперь я бабушка. Ну что же, в это время, пока шла драка, все, у нас со сцены все исчезли. В это время мимо дома бабушки прогуливались 2 социальных работника. Они же по совместительству охотники. Очень похожи на работников социальных служб. Ты слышишь? Ты слышишь, что происходит? Да, я слышу. Звуки драки. То, что надо. Да. Вот в этом доме. Вот в этом доме это все происходит. Нужно срочно туда. Пойдем туда. Так, социальные работники пришли в дом, опросили население, что было не так, и увидели драку. А здесь дерется бабушка. Бабушка, успокойтесь, кричат бабушки. Волк с бабушкой дерется. Социальные работники остановили драку, выяснили, кто есть волк. Да, они поняли, вот он, конечно. Большой серый мохнатый зверь в юбке вызвал подозрение. Арестовали его, конечно же, и отвели в тюрьму. Так, тюрьму мы не нарисовали, да? Ну ничего страшного. С тех пор волк без платья сидит в тюрьме, а Красная Шапочка носит ему корзинки с пирожками, которые волк с большим удовольствием ест и вспоминает о тех временах, когда они гуляли по лесу, в котором еж и лиса одного роста. Общий поклон. Все персонажи выходят вперед. Нет, там свет выключите свет. Зрители, нет, все все вперед, тогда выходят зрители. Теперь мы узнаем, кто были эти герои. Итак, кто были эти герои? Встаньте, пожалуйста. Вперед, так, все в линию. Все в видеть. одну линию, все. Итак, мы вас... Ёж, пожалуйста. Аплодисменты. А артисты, благодарны за то, что зрители досмотрели спектакль, кланяются, да.
Итак, дом мамы. Самый красивый дом в деревне. И два автора, как вы можете видеть, представляют этот дом. Еж, который... Ой, еж у нас поклонился. Колобок, который объелся пирожков. У нас еще был темный лес. Темный лес был сыгран тоже великолепно. Колобок, который еще не съел ни одного пирожка, но уже собирается есть. Темный лес из первой сцены, самый густой и загадочный. Покажите, можно поклониться. Волк, переодевшийся в бабушку. Модный. Волк в тюрьме и бабушка. Бабушка настоящая, заметьте. Красная шапочка. Волк, который прогуливался по лесу. Охотник. Деревня. Браво. Охотник номер 2, он же социальный работник. Дом бабушки. Мама в красной шапочке и корзинка с пирожками. А также лиса. Пожалуйста, обратите внимание. Лесной житель. Общий поклон. Браво! Спасибо, дорогие артисты, авторы и художники данного произведения. Теперь вы знаете, как самим сделать спектакль у себя дома.